Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Мы вам покажем», и мы снова в гостях у Анны Федоровой. Здравствуйте! Сейчас я вам покажу, как стилизовать ободок якутским национальным с шапкой джабака. Ободок джабака. Необычно, оригинально. Для этого нам понадобится вот такой ободок. Это алюминий. Их можно приобрести в любом магазинах для рукоделия. И для этого сначала нам надо отмерить отсюда до конца 17 сантиметров, потом 6 сантиметров и также с этой стороны. А здесь у нас будет 7 сантиметров или 14 здесь. И для этого нам нужны плоскогубцы 2 штуки, кусачка и круглогубцы. Итак, начинаем сгибать. Это надо очень аккуратно, чтобы не сломать наш ободок. Берем 2 плоскогубцами и вот так вот выпрямляем. Как бы их вместе как бы соединяем. С этой стороны то же самое делаем. Соединяем. И немножко вот руками тоже подравниваем. И здесь, где мы отмерили отсюда 17 сантиметров, тоже также сгибаем. Тоже 2 плоскогубцами. И с этой стороны тоже одновременно надо делать, как бы, чтобы было симметрично. Пока что вот такой купол у нас получился. Отсюда до сюда у нас было 6 сантиметров. Я уже отметила все. И также сгибаем. Это руками лучше делать не надо, она очень как бы твердая и можно пораниться. И руками вот так выпрямляем. С одной стороны сделали и с другой стороны сделали, чтобы было добавили округление такое, да? Симметрично. Вроде бы похоже, да, становится. С этой стороны тоже. И вот у нас такой шапочка, как бы, да, но ободок джабака получился. И мы сейчас будем его украшать бисером и бусинками. Нам понадобится вот такая проволока для бисероплетения 0,4 миллиметра. Это подлиннее. Это 60-70 сантиметров. И мы будем это закрепить сюда, чтобы она у нас не слетела, не улетела и вообще не двигалась. Да? Чтобы она не двигалась и чтобы крепко держалась. То есть туго достаточно нужно наматывать, чтобы она зафиксировалась. Думаю, достаточно. Сейчас будем украшать бисером и бусинками. Я подготовила такие бисера и маленькие бисерки. Это нам понадобится штук 6 на 1 круг. Сразу, да? 6 да, штук? 6 штук. Обматываем. И первый наш бисер продеваем
и затягиваем туго. Вот. Теперь опять крутим и каждый раз вот так вот крутим, чтобы она у нас не двигалась. Теперь берем большую бусинку, тоже продеваем. И так вот крутим опять. Обматываем. Один-два раза обматывать и достаточно, она будет крепко держаться. Сейчас берем. То есть у нас будет чередоваться мелкий бисер и вот эти крупненькие. То есть в первую, да, по-моему, в петельку. Да. В первый бисер мы протягиваем, да? Чтобы хорошо держалась, не улетела. И обматываем также один-два раза, этого достаточно. Можно сделать любыми разными цветами. Под платье холодая. То есть тут уже как фантазия вам подсказывает. Любые расцветки. Очень много людей спрашивали, откуда вы берете такой ободок, сами делаете, да? Готовый. Вот они, люди-то думают, приду, найду такой. Да. Все просто, а вот-то не то, не тут-то было. Вот у нас получается, да, уже что-то можно показать, смотрите. Вот такой узор красивый. И то есть мы будем дальше его до конца, да, доплетать. Серединка у нас будет просто вот так будем полностью бусинкой обматывать. И можно потом висюльки сделать. Хорошо, отлично. А так тоже вот я всегда спрашиваю, вот как пришла идея вот создания такого ободка? Я в просторах интернета увидела ободки разные, не только якутские, а вот кокошники, например, да. И вот этот ободок мне очень понравился, я сразу подумала, можно же сделать ободок джабака, сразу на ум. И я заказала по интернету одну штуку такого ободка. Я начала делать, ну, сначала, конечно, мне не получилось, потому что я размера не знаю, как выглядеть не знала, как должно быть не знала. И ну, потом уже отмерила свой размер, да, как говорится. То есть действительно не у кого, да, свериться, да. Потому что это первый, можно сказать, ободок. Я таких не встречала. И действительно, как вот сделать ровно, да, все замеры. Потом у меня уже появился свой замер. И все ободки, они ко всем подойдут. И для детей, и для взрослых подойдут. Универсальные. Универсальные. Да? Ну, куда можно пойти в таком вот ободке? Можно и по городу гулять, можно в кафе с подругами пойти. И самый наш главный праздник вот Ысых. Можно на концерты можно выступить. Действительно, для выступления, для да, выступления. Мне кажется, везде. Я и сама по городу, когда гуляю с детьми,
тоже надеваю, и на меня так смотрят, удивляются. Это меня радует, что такого еще ни у кого нету. И можете сами сделать такой же ободок или приобрести. Да. Ну, если делать, то да, это требует, конечно, концентрации. Нужно все-таки на это время потратить. Но если есть желание, я думаю, все получится, да? Конечно. Мою идею поддерживает муж. Это он мне делает, там, полочки вешает, вот этот рабочий уголок, это он мне сделал. Как здорово, да, когда есть поддержка, конечно, это, это ему большое спасибо, благодарность у меня каждый день. Это у меня каждый день безумные идеи. Я что-то придумала, говори. Я что-то придумала. У меня муза появляется, вдохновение, да, появляется ночью. И всякие разные вот эти творения, идеи приходят именно ночью. Потом я стараюсь записывать либо в телефоне, либо в блокноте, потом утром просыпаюсь, и неужели это я придумала? Как бы утро вечером мудренее же, да, как говорится. Ну, может быть, я думаю, есть такая версия, что, скорее всего, мозг расслабленный вечером, отдохнувший, и вот в отдохнувший мозг идеи сами собой плывут. Да, может и так. Ну, это вот хорошо, что записываете, мне кажется, надо записывать. Обязательно вот прям, надо. Чтобы не забыть. У меня такая практика уже была, я уже ночью, да, придумала, и утром вспомнить не могла, что я придумала. Поэтому я было уже... Такое было в да. жизни, да. Потом опять ночью приходят такие идеи. И в основном воплощаются в жизнь. Это вот хорошая привычка записывать. Я вот тоже тексты обычно, у меня если текст появился в голове, надо срочно записать. Ну, к счастью, мы вот живем в мире, да, где есть под рукой всегда смартфон. Да, все доступно. Открыл блокнот и сделал пометку. И реализовать практически любую идею можно, да, если есть желание, поддержка. Да, конечно. Большая поддержка у меня со стороны мужа, родных. Я маме звоню и говорю: мама, я вот такую хочу сделать. Получится ли? Конечно, получится. Все, делай. Так, мы уже завершаем нашу композицию. Прозрачный свет бусин, да, он очень, как можно сочетать с любой одеждой. Более черный, красный, да, он более универсальный. Здесь я пользуюсь бусином размером 6-8, чтобы было красивенько и чтобы выделялось. Именно выделить вот этот вот куполообразный, как его, джабака, да, шапку. Ну вот мы начали, да, чередовали сначала, а сейчас мы идем просто крупным бисером, но это выглядит очень красиво. Наоборот, даже аккуратнее, да, выглядит, чем с бисером. Да, думаю, тут уже зависит от вашей задумки. Как вам нужно, так вы можете компоновать. Здесь пользуются пластиковыми бусами хорошо, потому что они легче. А если будем стеклянными, они будут тяжелые, она будет падать у тебя. Лучше использовать пластмассовыми. Ну, они и блестят не хуже, да? Да. Очень красиво. Они практичны, долговечны.
наша последняя бусинка. Угу. И надо будет, наверное, сейчас зрителям показать, как закрепить. Да. Закрепляем мы также. Обматываем несколько раз и продеваем вот через бусинку. Через последнюю, да, получается. Чтобы фиксировать лучше, можно и следующую бусинку продевать. Угу. Вот так опять вокруг него обматываем. И вот аккуратненько так выглядит. Угу. Все. Можно убрать нашу конечность, вот эти проволоку. И вот такая у нас композиция получилась. Да, очень нежно, красиво, под любой, мне кажется, цвет. Итак, мы завершили наш ободок, стилизовали прозрачными бусинками. И можно дополнить наши ободки такими вот висюльками или вот такими съемными тоже висюльками, как сережки будут выглядеть. И также можно сделать, добавить вот такой вот с якутскими орнаментами, фурнитурой и также разными бусинками. А для этих висюлек нам понадобится такой пин, называется. Они бывают с таким круглым глазком, чтобы закрепить наш пин. Для этого нам нужны круглогубцы. Здесь продеваем наши бусинки, любые, какие нам захочется, да, и в конец мы должны закруглить, чтобы наши бусинки не упали. Для этого мы сгибаем наш конец углом 90 градусов и нашими круглогубцами держим на самом краю и вот так вот закручиваем. Тогда у нас получается такой вот круг. Петелька такая. Угу. Петелька получается. Можно дополнить вот такими вот якутскими тоже элементами. И также дополнить как серьги. Они съемные. Очень красиво. Можно их убрать, можно с этим носить. То есть она еще и снимается, да, вот да, отдельно получается. Она у нас на таком крючке, да, маленький карабинчик. Очень красиво. Еще и можно менять, да, всячески. Ну что, друзья, мы посмотрели с вами, как оригинально, да, стилизовать ободок в якутском стиле. Ну, нужно понимать, да, что это не быстрая работа, что она кропотливая, требует усидчивости, но при таком хорошем желании все действительно реально, возможно. Нужно только пробовать. И нужна фантазия. Да, нужна, конечно, фантазия, чтобы вот так красиво. Хотя, знаете, идеи можно брать, в принципе, сейчас много откуда черпать идеи, вдохновение, дерзайте, пробуйте. Ну, а мы с вами не прощаемся, увидимся снова. В следующем выпуске мы вам покажем. До новых встреч!